Как показывает практика, пополняя архивы личной информации, большинство пользователей редко задумывается о масштабах возможной угрозы, когда доступ к персональным данным внезапно оказывается в руках сетевых злоумышленников. Ситуации, когда жертвой хакерской атаки становится рядовой пользователь, сегодня далеко не редкость. Так называемые сетевые черви, современные вирусы-вымогатели, распространяются в цифровом пространстве стихийно и приносят в карман сетевого злоумышленника от 3 до 5 тысяч рублей от одного сговорчивого юзера. Гонорары совсем другого порядка приносят вымогателям взлом частных и государственных компаний. В мае текущего года в результате распространения сетевого червя WannaCry, использующего уязвимости операционной системы Windows, обширной хакерской атаке были подвержены более полумиллиона компьютеров по всему миру. В разных странах в течение нескольких дней была парализована работа десятков компаний. Тогда мировая общественность впервые осознала масштабы кибернетической угрозы. Это достаточно, скажем так, критично в том плане, что может повлиять и на как безопасность персональных данных, так и на безопасность жителей города, региона. Потому что если мы рассматриваем крупные промпредприятия, где имеются химические элементы, да, то есть химические средства, где у нас могут быть использованы доступы к, к примеру, ГЭС, да, то есть и так далее. То есть это могут быть достаточно страшные, скажем так, техногенные катастрофы. Поэтому здесь в любом случае необходимо иметь определенную безопасность. Как комментируют специалисты, ситуация с вирусом WannaCry явилась беспрецедентной по своим масштабам. Между тем, существует не один десяток других конфигураций программ-шифровальщиков. И ежедневно миллионы пользователей во всем мире продолжают подвергаться атакам вредоносного программного обеспечения. У нас, к большому нашему сожалению, в городе уже были подобные прецеденты, то есть были атаки, так называемые программы-шифровальщики, которые зашифровали программные продукты 1С. То есть здесь вопрос в том, что предприятие не обеспечило должным образом безопасность. Рекомендации самые простые, то есть настоятельно не рекомендуем открывать письма и читать, что там вложено, да, то есть от неизвестных адресатов. То есть второе – это иметь все-таки лицензионную программу на своем компьютере. То есть, и третье – это обеспечить дополнительную сохранность, то есть копии хранить где-то дополнительно. Обеспечить надежную защиту от сетевых угроз, как говорилось ранее, может только лицензированное антивирусное программное обеспечение. Так, лаборатория Касперского, одна из крупнейших компаний в сфере информационной безопасности, накануне анонсировала выпуск нового антивируса, распространяющегося на бесплатной основе. По заявлению самих разработчиков, он предоставляет только базовый набор функций для защиты компьютеров и не будет конкурировать с платными версиями антивирусов. Специалисты данной сферы, в свою очередь, рекомендуют подходить к выбору антивирусной программы с учетом основных потребностей пользователя и не экономить на личной информационной безопасности. Ринат Музафаров, Али Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.